Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы рассматриваем с вами карту Смерть, 13-й старший аркан Таро Безумной Луны. Сюжет на данной карте. Это апокалипсис в лунном королевстве. Море черно, как смоль. Оно отравлено отходами, и корабль накренился под ветром и идет на дно. На выжженной земле нет ни одной зеленой травинки, и лишь крематории работают в полную мощь, поднимая в небо пепел сожженных трупов. Даже сын смерти хочет вернуться обратно в лоно матери. Он стоит на коленях, вскинув руки в попытке уцепиться за нее, но смерть не готова его принять. Она наступает собственному сыну на голову, указывая перстом на землю. Смерть снова беременна, и ее новый ребенок заложит начало новой жизни на этой земле. Основное толкование данной карты. Аркан говорит об очень сложном расставании с прошлым, о личном апокалипсисе, когда человек думает, что лучше было бы не рождаться совсем. Сам цвет тела смерти, черный, зеленоватым отливом, напоминает о продуктах гниения. Как сын смерти не может вернуться в живот своей матери, так и человек не способен повернуть время вспять. Перст героини указывает вниз, нога вдавливает малыша в землю, ведь смерть никого не жалеет. Фигура сына отражает детский страх каждого перед физическим концом. Даже золотистый фон карты покрыт трещинками, кракелюрами, как поверхность, состарившаяся от времени. Этот мир отжил свое. Аркан всегда дает ощущение безысходности, но этот этап – неизбежный и естественный процесс отмирания лишнего как часть процесса обновления. Так, череп лошади в качестве головы олицетворяет переход между мирами живых и мертвых, и смерть, подобно троянскому коню, несет в своем чреве врага, своего антагониста – жизнь. Красный платок на голове смерти – это символ крови и огня, энергии, искра жизни, таящаяся в ней. Ситуация по данной карте. Все уже прогнило изнутри, спасти ничего нельзя. Старые вещи, планы, мечты превращаются в пепел. Остается лишь жалеть о потраченном времени. Это тяжелый жизненный кризис с осознанием того, что мир, который ты так долго создавал, обречен. Карта также может указывать на экологические катастрофы, сильное загрязнение воздуха, разлив вредных химикатов. Характеристика личности по данной карте. Человек, совершенно опустошенный энергетически и измотанный физически, переживающий время потерь. Старые люди, у которых все в прошлом. В этом человеке есть искра, но разжигать ее нет смысла, пока сам он не проживет утрату. Отношения и секс по данной карте. Постепенное завершение длительных отношений, мучительный развод. Попытки оживить союз приносят только еще больше разочарования, но разорвать все в один миг невозможно. Дети в этой ситуации также страдают и становятся нерешаемой проблемой, получая травму при любом исходе. Партнеров могут связывать материальные вопросы, но они уже чужие люди. Если есть секс, то он доставляет неприятные ощущения и происходит через самопринуждение. Работа и финансы по данной карте. Похоронный бизнес. Осуществление процедур банкротства. Реорганизация. Работа исчерпала себя, дело идет к увольнению, либо человек уже уволен и сидит без работы. Завершение проектов, ликвидация организации по причине нерентабельности, падение продаж. Денег нет, либо сбережения подходят к концу, может не хватать даже на еду. Девиация или нестандартное поведение по данной карте.
депрессия, суицидальные наклонности, некрофилия. Карта дня. Луны на рисунке не видно. Аркан работает как ассенизатор, убирая все отжившее. Если на растущей луне смерть активнее, то потому, что это начало генеральной уборки в жизни, и ощущения неприятнее. На убывающей идет работа с остатками грязи. В этот день может начать барахлить или сломаться техника, организм может подать сигнал СОС, или вы просто ощутите, что в личных отношениях наступило начало конца. В любом случае необходимо серьезно прислушаться к этим сигналам и начать починку либо замену того, что барахлит. В этот день хорошо сходить на обследование в больницу, разобрать вещи и выбросить все лишнее, провести профилактический осмотр техники.